Здравствуйте, группа! Сегодняшний урок у нас основа фармакологии. Тема у нас лекарственные средства, действующие при заболевании сердечно-сосудистой системы. Лекарственные средства, действующие при сердечно-сосудистых заболеваниях, по классификации они делятся: сердечные гликозиды, антиаритмические средства, антиангинальные средства, антигипертензивные средства и мочегонные средства. Сегодня у нас по плану сердечные гликозиды и антиаритмические средства. Что такое сердечные гликозиды? Это лекарственные средства, которые обладают кардиотоническим действием, то есть получаемые их из лекарственных растений, являются алкалоидами лекарственных растений. Растения ландыша, наперстянки, желтушника. Теперь лекарственные сердечные гликозиды мы их подразделяем на лекарственные средства с коротким действием, то есть быстрым действием, и длительным действием. Длительным действием сюда мы относим лекарственные препараты, как дигоксин, дигитоксин. Почему длительное действие? То есть мы их назначаем при хронической сердечной недостаточности, при тахикардиях, то есть когда нарушается работа сердца в виде тахикардии. Короткое действие строфантин, карглюкон, они выпускаются в виде растворов, назначаемые их внутривенно струйно с разбавлением натрия хлорида 0,9%, 20 мл. Делаем очень медленно в течение 5 минут. Это у нас сердечные гликозиды с коротким действием. По теории мы это уже все проходили. У вас сегодня практический урок, то есть практический урок в онлайн режим онлайн. Здесь я вам приготовила инструктивные карты по онлайн, то есть сердечно-сосудистая система, инструктивная карта. Инструктивную карту открывайте, работаете письменно, отвечаете на вопросы, пишите рецепты. Рецепт. Как пишется рецепт на, например, строфантин? Да? Рецепи, солюционис, строфантини. Большое внимание обращайте на окончание лекарственных препаратов, наименование лекарственного препарата. Да? То есть мы здесь тоже по латинскому все это уже проходили. Окончание лекарственных препаратов, это здесь ставится в генитивус, да? По латинскому языку, все это вы уже проходили. То есть первое склонение, второе склонение, вы это уже все проходили, да? То есть строфантину, именительный падеж, номинативус было, да? В рецепте из-за слова возьми, рецепи, вы же здесь пишете солюционис, строфантини 0,05%, 1 мл на латинском языке пишется. Дальше даталис дозис номером 10 in ампулис. Сигнатуре пишет, то есть 0,8 мл строфантина разбавляете с 0,9% натрия хлоридом 20 мл и очень медленно в течение минут делайте. Вы все это должны указать в сигнатуре. То есть это все уже у вас показано, указано в инструктивной карте.